Друзья, всем привет! Я продолжаю свой вести YouTube канал, и сегодня я буду брать интервью у человека, который занимался традиционным бизнесом и также находился дома, домохозяйка, а сейчас она успешный лидер, успешный предприниматель в сетевой индустрии. Итак, давайте узнаем, как это было и с чего это начиналось. Поехали! Лиана, привет! Привет, Гриш. Лиан, ну расскажи, пожалуйста, как ты вообще пришла в сетевую индустрию, что тебя именно зацепило, какие у тебя побуждения начались просыпаться, чтобы начинать искать что-то новое? Ну, конечно, это в первую очередь самореализация. Из меня домохозяйки, женщины, которые полностью погружены в быт, и тем самым неважно, зарабатывают один деньги или в них какой-то бизнес, но женщина, она в принципе по своей сути заботится о своем муже, о своих детях, о своих родных, но в последнюю очередь думает о себе. Для чего она живет, какие ценности у нее помимо всей ее семьи, то есть просто обратиться к себе и спросить, что же я в этой жизни из себя представляю, каким я могу являться примером для своих детей. И если ты хочешь быть интересна мужу, задай себе вопрос, интересна ли ты сама себе. И вот именно вот эти вопросы, которые себе задала, заставили меня встрепенуться и начинать что-то искать. Но, естественно, еще немаловажно, когда ты по возрастному цензу уже не построишь карьеру. Если даже у тебя есть высшее образование или несколько высших образований, Гриш, то есть когда ты порядка 40 лет, ты не востребован на рынке труда. Нет, востребован, естественно, но не в тех сферах, в которых ты мечтала с детства или на протяжении всей жизни, пока выкармливала своих детей, поднимала, водила в школу. И в этот момент, Гриш, я поняла, что мне надо что-то новое. Ну и, конечно, благодаря соцсетям. Скажи, пожалуйста, вот откуда, с каких ты источников увидела для себя возможности? Источники – это, естественно, как правило, те люди, которые тебя окружают. И, например, они производят на тебя впечатление, но ты не решаешься к ним подойти и задать вопрос. Каким образом ты стал такой успешный? Откуда у тебя такое мышление? Естественно, исходя из мышления, это те деньги, которые он имеет, которые он заслуженно имеет. И это соцсети. Банально соцсети, когда ты уложила всех спать и занимаешься инстасерфингом, я люблю это говорить, потому что ты тупо следишь за чужими жизнями. Ты потребляешь этот контент, но свой контент ты не выстраиваешь. Ну и вопрос возник, кто эти люди, чем они занимаются, те люди, которые на меня производили впечатление, потому что немаловажно, на меня производили впечатление, это моя целевая аудитория, это когда женщина с ребенком, не выходя из дома, вышла на определенный доход за короткий период времени. И уже ей я решила задать вопрос и спросить, как ты этого достигла и что нужно делать. Хорошо, ты написала ей сама или ты там что, как ты с ней встретилась, что ты, какие действия применила? Ну, естественно, так как очень многие люди боятся и зашорены, и то же самое, может быть, я по сегодняшний день продолжала бы наблюдать, потому что я не знаю, откуда это, эти виртуальные друзья, они вроде бы рядом, у тебя дома, в твоем телефоне, но решиться и вживую сказать привет, чем ты занимаешься, я не могла. И муж был свидетелем моего разговора с подругой, рассказывая историю, он повернулся и сказал, почему ты еще не там? Я говорю, а что? Он говорит, бери, набирай номер, потому что все знают, что в соцсетях есть телефоны. Но в этот момент мне было очень страшно. Я, чтобы позвонить человеку, не решалась минут 10. Но под напором своего супруга я сделала этот звонок, и вот таким образом я поборола первый свой страх. Первый звонка. Прикинь, это я сейчас рассказываю, я переживаю. Господи, я просто не могла набрать телефон на протяжении нескольких лет и спросить. А сколько ты наблюдала за ней? Ну, за ней я наблюдала 7 месяцев, но те люди, от которых это пошло, я за ними наблюдала порядка 4 лет. Вот. А потом уже вышла птицу ну как, во-первых, эта девушка жила в моем городе, она жила на той же улице, в этом же районе, поэтому я ее выбрала, и мой выбор пал, потому что мне хотелось увидеть вживую, то есть вот так. Хорошо, ты с ней пообщалась, сделала звонок, и дальше твои действия? Ну, дальше мои действия,
пошли еще дальше. В каком плане? Потому что в моей жизни есть близкая подруга, с которой я дружу больше, чем с полжизни, и ее супруг тоже занимался этим бизнесом, как потом выяснилось. Но получается, что я вообще боялась к нему подойти и спросить, хотя я была вхожа в дом, мне было страшно, я видела, какие деньги, я видела паркинг машин и всего, и как бы сказать, ну там, Дим, скажи, может там местечко для меня найдется. Естественно, муж говорил еще до этого на протяжении нескольких, может мы подойдем, спросим, говорит, это что? Нам никто ничего не скажет, о чем ты говоришь, и никому мы не нужны в этой жизни, хотя просто спросить. Вот такой вот, и чтобы кто нас смотрит, аудитория понимала, насколько я была зажата, чтобы просто даже спросить, я не решалась несколько лет. И, естественно, так как у меня супруг, благодаря все ему, я позвонила Дмитрию Звереву и сказала, что, кстати, мой наставник, One Love, и я ему сказала, что я в поиске, и на сегодняшний день я рассматриваю одну из системного онлайн-бизнеса. Он сказал мне красотка, и немножко приоткрыл мне видение этой профессии. Чем надо было заниматься, что надо было делать, я не знала, но я уже была там с принятым решением. То есть таким образом соцсети повлияли на то, что я хотя бы как-то могла мечтать и тянуться к этому миру. И что ты сделала? Какие дальше твои действия были? Ну, действия, естественно, контракт. До контракта ты позвонила Дмитрию Звереву, ты сказала, что ты хочешь пойти в какую-то компанию. Что, какие? Он тебе задал вопросы, что повлияло, Первый чтобы вопрос, встретиться с ним? он мне спросил, я ему сказала, что за компания, он говорит, молодец, красотка, я тебя поддержу, кто будет твой наставник? Окей, я не знаю, говорю, наверное, они живут где-то за границей, но есть как некая девушка, я просто видела, как она занимается, он говорит, здорово, и он мне начинал задавать такие вопросы, и мне не надо было, я сама внутри себя на них отвечала, и все, я поняла, что я в нужном месте, в нужный час, мне это все дано, и было принято решение сразу же после первого телефонного звонка, благодаря его вопросам, я их сейчас не могу повторить, но они были очень глубинные и правильные, и точечные, потому что я здесь, я рядом с ним, и благодаря определенному объему работы, проработки своей личности, на сегодняшний день все хорошо. Хорошо. И последний такой момент. Дай пожелание тем людям, которые сейчас нас смотрят, и, возможно, это твоя история, это их история. Что им нужно сейчас сделать? Что бы ты посоветовала? Ну, не посоветовала, а, наверное, как сказать, порекомендовала что-то. О май гад, ну как бы просто порекомендовала. Я просто знаю, что меня сейчас смотрят мужчины, женщины разных возрастов, вероисповеданий. То есть, если, например, аудитория обширная, единственное, что, конечно, мне сложновато дать послание, но и в первую очередь, и это самое важное, не прекращайте мечтать. Те, кто разучились, просто возьмите и представьте, вспомните, что и о чем вы мечтали в детстве, кто вы и какая миссия на этой планете, для чего вы живете. И тогда будут правильные направления, которые вы для себя откроете, и не бойтесь задавать вопросы. Поэтому, если вы смотрите это видео, пишите в комментариях, пишите в директ Григорию Зубареву, и не бойтесь общаться с нами, потому что мы просто все обычные люди. Что, друзья, это была история, одна из историй человека, который из домохозяйки превратился в бизнес-леди. Всем пока, до новых встреч. Пока.